В эфире утренний выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах. Получить более востребованную профессию или доп. Образование. Программу бесплатного переобучения расширили на граждан до 35 лет. Путевки на лучшие курорты страны. Более 500 детей смогут воспользоваться бесплатными путевками в лагеря за пределами Якутии. В якутском кванториуме школьники изобретают устройства, способные значительно улучшить жизнь всей республики в целом. Программу бесплатного переобучения расширили на граждан до 35 лет. Бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям по нацпроекту «Содействие занятости» в 2022 году смогут пройти не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно. Стать участниками программы смогут несколько категорий молодежи. Среди них граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более 4 месяцев не являются занятыми, работники, находящиеся под угрозой увольнения, и граждане без среднего профессионального или высшего образования. С помощью дополнительно выделенных средств не менее 20 тысяч молодых людей смогут получить более востребованную профессию или доп. Образование. Свыше 76,5 миллиардов рублей направят в России на выплату пособий по листкам нетрудоспособности. Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования для того, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме. Средства рассчитаны на февраль и первую половину марта 2022 года. В Ленском районе с каждым днем растет число заболевших COVID-19. Переведены на дистанционное обучение все образовательные учреждения. За прошедшие сутки выявлено 85 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а выздоровело 59. Всего на учете состоит 436 человек, в отделении находится 40. Медики уже не тестируют на COVID людей с легким течением заболевания, которые находятся дома. Им выставляется диагноз «вероятный COVID». Открыты дополнительно 2 температурных кабинета, в которых проводится тестирование методом ИХ, экспресс-диагностика, после чего назначается лечение. Если есть необходимость, то больничный лист может быть открыт дистанционно. И если течение легкое, то назначение лекарственных препаратов и контроль течения заболевания осуществляется дистанционно по телефону. А к 7-му дню, если все благополучно, то больничный лист может быть дистанционно и закрыт. Таким образом, мы снижаем количество людей, которым нужно будет явиться на прием в поликлинику, либо кому нужно будет осуществлять вызов. Тогда наши доктора смогут выезжать как раз к тем пациентам, кто на самом деле нуждается в осмотре, очном осмотре доктора, назначении лечения, возможно, назначении обследования дополнительного и возможной госпитализации. Более 500 детей смогут воспользоваться бесплатными путевками в лагеря за пределами Якутии. Так, с этого года на лучших курортах страны бесплатно смогут отдохнуть дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав арктической зоны. На отдых и оздоровление за пределами республики выделены федеральные средства в размере 30 миллионов рублей. Проезд будет оплачиваться с места проживания до места отдыха и обратно. Федеральной поддержкой смогут воспользоваться более 300 тысяч детей с 5 по 8 класс. Уникальные проекты руками школьников. В якутском кванториуме старшеклассники изобретают устройства и изделия, способные значительно улучшить жизнь всей республики в целом. Несколько лет воспитанники клуба работают над созданием альтернативных источников света на городских улицах и уже умеют успехи. Подробности смотрите в сюжете Мадины Халиковой. Как превратить недостатки в городе в достоинство, эти школьницы знают наверняка. Якутск – один из немногих муниципалитетов, где коммуникации находятся снаружи. Это трубопроводы и теплотрассы. Вот и решили старшеклассницы использовать особенность столицы во благо и разницу температур в водопроводных трубах применить в качестве альтернативного источника энергии для освещения улиц. Наш проект, он создан с помощью элементов пельте. Это такое устройство, такой металл, который при разнице температур выводит электрический ток. И с помощью него мы решили
сделать дворовые лампы. Подтолкнул девушек на изобретение личный опыт, ведь в Якутии зима длинная и темное время суток преобладает, а не все улицы и переулки достаточно освещены. Сделать город безопаснее – такова цель проекта. В нашем городе система трубопроводов является нарушенной. Мы решили это использовать в благих целях, чтобы выгодно использовать тепло труб, которое ненужное тепло труб, которое выделяется при этом. Мы решили остановиться именно на этой идее, потому что она нам показалась наиболее уникальной. И такого, как я считаю, такого в мире еще нету. Только в этом году работают члены Energy Quantum над 6 проектами. Среди них и известный пуховик с теплоэлементами. Помогают во всем наставники. Мы можем заниматься любыми проектами с детьми, лишь бы они сами решали, чем бы они в будущем хотели бы заниматься. Например, проект может перекликаться с их будущей профессией в высшем учебном заведении. В таком случае у ребенка желание заниматься проектной деятельностью намного больше. Старшеклассникам эти занятия помогают определиться с профессией, попробовать себя в научных изобретениях, прокачать навыки, а также набрать баллы для портфолио. Кроме того, это большая возможность создания собственного стартапа, ведь проектами могут заинтересоваться инвесторы и помочь в их реализации уже на внутреннем и даже внешнем рынках. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. А между тем, европейские ученые установили новый рекорд в деле ядерного синтеза. Ученые, работающие в европейской лаборатории JET под Оксфордом, доказали практическую возможность безопасного получения чистой энергии в результате ядерного синтеза. Им удалось выделить 59 мегаджоулей энергии, что в 2 раза превосходит предыдущий результат, достигнутый в 1997 году. Новый рекорд установили ученые физики из Объединенного европейского токамака или JET, расположенного в деревне Калхэм под Оксфордом в Англии. Основная задача этой лаборатории – проведение управляемой термоядерной реакции. В ходе эксперимента, продолжавшегося 5 секунд, они смогли выделить 59 мегаджоулей или 11 мегаватт устойчивой энергии. Результат, достигнутый в 1997 году, 22 мегаджоуля. Хотя 59 мегаджоулей хватит лишь на то, чтобы вскипятить воду в 60 чайниках, сам по себе итог опыта доказывает принципиальную практическую возможность устойчивого получения чистой и дешевой электроэнергии посредством термоядерного синтеза. На это, по словам специалистов, потребуется еще немало времени, но в итоге удастся обойтись без вредных выбросов и парниковых газов, как при сжигании ископаемого топлива и радиоактивных отходов, возникающих на традиционных АЭС. Намский улус участвует в проекте «1000 дворов» на Дальнем Востоке. В программу вошли 4 населенных пункта. Так, в селе Апаны благоустроит озеро Мавра. Местное население активно участвовало в выборе проекта. Здесь появится современная площадка, тротуарные дорожки, освещение, лодочная станция, а также летние и зимние аттракционы. Стоимость проекта составит более 20 миллионов рублей. Часть необходимой суммы будет выделена в рамках реализации другой программы под названием «Комфортная городская среда». Проект очень такой современный, обширный. Там есть и воркаут, там есть роллердром, там есть современные такие детские игровые оборудование. Так что к осени здесь будет очень такое уже новое место будет. Триумфаторы российского фестиваля «Киношок». Социальная драма «Вертолет» выходит на широкие экраны республики. Жители Якутии смогут посмотреть фильм с 17 февраля. Любовь Гоголева встретилась со съемочной группой. Фильм «Вертолет» – один из ожидаемых кинофильмов этого сезона. Об этом говорят интерес зрителей к первой работе народного любимца, певца Иннокентия Васильева Легентей, как сценариста и продюсера. Победа в «Киношоке» и все 4 главных приза кинофестиваля. Опытная команда во главе с режиссером Михаилом Лукашевским, оператором Семеном Аманатовым, вторым режиссером Любовью Борисовой. Только их имена – это уже знак качества. Возникали такие трудности, это финансовые, да, очень много менялось в сценарии, картина.
Вот, и вот в 2021 году все это завершили работу. Я рад тому, что все это завершилось вот так, да. В течение, конечно, долгого времени все это делалось, но результат есть. И я, и команда очень горды этой работой. Каждый новый якутский фильм в республике – это большое культурное событие. Ждут все, и стар, и млад. А в последние годы с нетерпением труды якутских кинематографистов ждут и российские кинокритики. Вот и на киношоке работу Лукачевского сравнили с фильмом «Выживший» Алехандро Иньярриту. Наша фишка в том, что мы показываем всегда правду, да? А даже наши актеры как бы даже не играют, они живут, как бы они существуют, и мне кажется, в этом наша фишка, да, допустим. Ну, допустим, российские фильмы там больше играют, да, как бы. Там много артистичности, там больше там разных театральных и кинематографических приемов используют, а у нас как бы чисто правда, да, чисто мы проживаем историю и этим, и как бы она больше, мне кажется, нравится критикам. Сценарий основан на реальных историях, а сам образ главного героя собирательный, и в нем вся жизнь земляков автора. Творческая команда высоко оценила первую работу сценариста. Ну, он был очень искренен и хотел рассказать о наболевшем, о проблемах Севера, о том, о чем он очень хорошо знает. И вот была такая миссия, очень такая благородная, поднять проблематику Севера и как-то помочь этим людям. Поэтому мы все согласились. И поэтому, я думаю, в итоге фильм получился. И надо посмотреть. Главные роли исполняют Гаврил Минкяров и Инга Леонова. Они прошли настоящее испытание холодом и рисковали своим здоровьем. Например, момент переправы через речку снимали несколько раз. Это было весной. Я заходила в ледяную воду прям до талии. И оттуда меня вытаскивали и укрывали шкурой оленя. И вот это вот момент был вообще страшно холодно. И даже я в это время не думала, что это в такой съемке я снимаюсь экстремальной. Чтобы снять этот фильм, авторам пришлось что-то продать и взять кредиты. В 2020 году финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей оказал Фонд развития кино и анимации «Синет Сахавуд». Позади долгая история создания фильма, а впереди успешный прокат и новые кинокартины. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. На этом у нас все. Мы продолжим следить за новостями. Всего доброго и хорошего дня.